Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Мы выходим в эфир после долгого отпуска и... Сегодня вы смотрите 401 выпуск программы. Это так. И первый сюжет наш посвящен городскому опросу от Кости Бондаря. Очень часто на опросах людей спрашивают о том, как они относятся к той или иной правительственной инициативе или о том, что их волнует в судьбе города. А Костя просто решил спросить, как у них вообще дела. Кто-то проводит лето в Испании, где-нибудь в Европе, а кто-то не изменяет матушке родине, ездит в Тулагино покупаться. И в Кангаласы. Вот, и на Даргалах. Я могу сказать, что одно не отменяет другого, и поэтому пляжи Коста-Дорады ничем на самом деле не лучше Даргалаха и Кангалас. Так как у нас весь июнь был почти без солнца и не было жары, я уже потеряла всякую надежду на то, что лето придет в Якутск. Но, как показала прошлая, если не ошибаюсь, позапрошлая неделя, было очень жарко, лето наконец-то пришло. Я воспользовалась этими днями на полную, я сгорела, я съездила на острова. Поеду скоро на Ленские столбы. Я от этого небольшого кусочка времени летнего хочу получить максимум. Ну вот мы немного рассказали о том, как проходит лето наше, а теперь давайте посмотрим, как проводите лето вы. Всем привет! Я решил пойти гулять на улицу. И чтобы просто так мне не шляться, я решил поспрашивать у людей, как же у них проходит летняя жизнь. Сейчас мы пойдем задавать мои любимые вопросы. Как у тебя лето проходит? Лето хорошо. Хорошо. Отлично. И чем это лето отличается от предыдущего? Не знаю. Ну, твоя же жизнь, ты должен знать. Давайте я у вас пару вопросов вас спрошу. Да ты же в маске, какая тебе разница-то? Привет. Стой, да подожди, не бойся. Ну, все так боятся этой камеры, ничего страшного, это просто черная пластмасса. Лето проходит очень хорошо, я работаю, гуляю. Что, тебя кто-то узнает? Что такого крутого ты сделал за это лето? Даже не знаю. Ну, пока ничего, пока что. Лето проходит отлично, уже прошло 2 поездки, обе в Москву. Набирали Международный фонд «Дети Саха-Азия» талантливых детей республики. И вторая – это всероссийский конкурс «Адрес детства России». Мы туда ездили с оркестром, победили. У вас, кстати, самые крутые ответы пока что. Ладно. Как тебе лето в Якутске? Да я тут не был 4 года, на самом деле. Тут просто родился, жил. Ой, ужас какой-то. Вот я сегодня спрашивал у людей, они говорили то, что вот знаешь, мне делать нечего здесь. Как ты думаешь, это их проблема или же проблема самого города? Их проблема. Совершенно верно. Мы попробуем подойти очень тихо. Привет. Скажи, пожалуйста, как проходит твое лето? Очень скучно. То есть ты пытаешься развлечь себя, наблюдая, как двигаются сосиски? Где прятаться от солнца таким жарким летом? Атлантика. Атлантика? Атлантика? На море. Там вот беседки стоят. В лесу. Надевать кепочку. Вот ты здесь стоишь уже, наверное, весь день. Как делаются хот-доги? Берется булочка, смазывается майонезом, туда кладется сосиска. Сосиска! А я думал, что за секретный ингредиент там кладут. Где ты любишь стоять в автобусе? Стоять в уголочке или что-то. Я открою тебе секрет. И вам, дорогие друзья, стоять нужно прямо под люком. Ты и прическу себе делаешь, и ветерок тебе дует. Чего-то не хватает, типа еще одного развлекательного парка. Хорошо. Это действительно завораживает, эти сосиски, оказывается. А я думаю, что ты тут стоишь? Ладно, спасибо, давай пока. Моя стандартная тема. Переходим к нашему следующему сюжету, который У нас о Байкальском государственном университете, а точнее о его выпускниках. Ребята у нас получили дипломы специалистов. Я им, честно говоря, очень завидую, потому что, если я не ошибаюсь, это последний выпуск специалистов. Дальше у нас уже идет только бакалавр. Болонский процесс сделал свое дело, и поэтому специалисты потихоньку
продолжают выпускаться, но в дальнейшем у нас люди будут учиться 4 года на бакалавра и 2 года на магистра. Ну, я думаю, в этом ничего страшного нету. Главное – желание учиться. Не стоит забывать, что университет в первую очередь – это самообразование. Если ты хочешь получить максимум знаний, то ты их обязательно получишь, вне зависимости, бакалавр ты или специалист. Поэтому, друзья, давайте поздравим наших выпускников и пожелаем им удачи в их профессиональной карьере. В этом году нашему вузу, Байкальскому государственному университету экономики и права, исполняется 85 лет. Это действительно старейший и крупнейший экономический вуз Сибири. Выпуская наших студентов в большую жизнь, мы очень радуемся. Я думаю, что они получили действительно крепкое, качественное образование, и они найдут свою дорогу в жизни. Тут рост есть. Рост есть однозначно. И подходы меняются. Да и сами преподаватели в течение 3 лет тоже на месте как бы не стоят. Слишком много нюансов, которые есть вот в этот период защиты своего диплома, как для студентов, так и для комиссии. И тот рост, конечно, он очевиден. В этом году мы набираем достаточно много лицейских классов, и для этого в сентябре месяце мы запускаем новые учебные площади. В связи с этим, я думаю, что все наши колледжные группы, лицейские классы будут обучаться в центре города, и это хорошо. К сожалению, программа специалитета все меньше пользуется популярностью, поэтому со следующего года у нас закрывается прием на программы таможенное дело, правоохранительная деятельность, но зато развиваются новые профили по направлениям бакалавриата и по юриспруденции, и по экономике, и по менеджменту. А следующий наш сюжет посвящен просто нереально интересной теме. Называется она мехенди. Это рисование благодаря... Это рисунки на теле при помощи хны. Да. Краски на основе хны. В основном эти рисунки делают либо на ногах, либо на руках. Где лучше видно? В арабских странах в день бракосочетания невесте рисуют хной на руках. Глаза. Нет. Уши. Рисуют хной на руках. Ты плебей, помолчи. Я плебей еще. Действительно, это очень в последнее время популярная тенденция, потому что... Потому что к нам в Якутск приезжала выставка из Индии, поэтому это стало резко популярным. Да и не только в этом году, на самом деле. ну, К нам и не первый год выставка из Индии приезжает. Индия вообще не первый год как бы на карте мира существует. Еще с советского времени индийская культура очень популярна в России. Зита и Гита, танцор диском, черные стрелки и множество украшений привлекают своей оригинальностью. В индийской культуре меня привлекает мехенди – искусство росписи хной, которому уже более 5000 лет. Роспись это на руках, это сделается из материала кной, называется. Это натурально, то есть без аллергента, ничего. Это вообще у нас среди веков популярно было для женщин, которые уже замуж выходят, либо по праздникам у нас делают. Это приносит счастье и удачу для женщин. Было решено купить разные виды хны и попробовать расписать руки традиционными узорами. А сегодня у нас в гостях Ира, и она проведет небольшой мастер-класс по росписи на руках мехенди. Ирина Илларионова с самого детства рисует индийские, египетские и арабские узоры. Она мастерски использует обычную хну для создания рисунков на теле.
Прежде чем начинать роспись на теле, надо ли как-то кожу подготовить? Да, просто помыть ручки с мылом хорошенько, чтобы руки обезжились. А у нас сегодня несколько видов краски. У нас есть черная, коричневая и красная хна. Один и тот же рисунок, он не может получиться всегда одинаково, потому что у каждого человека моя рука идет по-разному как бы. Ну, коричневая хна, нужно ее держать на теле желательно часов 8. Если сушить хну на солнце, то рисунок получается более темным. По ощущениям, просто как будто рисует на коже тот же самый боди-арт. Есть арабский стиль. Это растительность, это различные цветочки, огурцы. Вот весь индийский стиль. Идут браслеты, они как перчаточки. Африканский стиль, геометрические фигуры и так далее. Ну это клево, красиво выходит очень. Твои советы для тех, кто только начинает заниматься мехенди? Ну, прежде всего нужно полюбить свое дело и то, чем ты занимаешься. Когда ты занимаешься тем, что ты любишь, то для тебя твоя работа не будет трудно даваться. Спасибо тебе большое, что составила компанию, рассказала нам о мехенди и провела такой вот интересный мастер-класс. И вам спасибо. С вами была программа «Пропеллер». Увидимся ровно через неделю. Пока-пока. Я думал, что кто-нибудь скажет, заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ. Давай. Заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ, оставляйте свои комментарии, отзывы, будем ждать. Всех с летом. Всем пока. Пока-пока. Let's kick it. Анна Домини и Пропеллер представляют 25 июля туркомплекс Сататас. Фестиваль под открытым небом Sounds of Sakha. Живая музыка, видеоигры, арт-выставка, кинопоказы, спортивные соревнования, фудкорт, флайер-шоу, настольные игры, конкурсы и слишком крутые призы от официального представителя компании Samsung в Якутске, развлекательного центра ИКТ RC Drift, магазина игровых приставок и аксессуаров Аркада. Генеральный информационный партнер — сеть ekt.ru. Билеты в кассе кинотеатра «Центральный». Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.